У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Энергасістэма Віцебскай вобласці – гэта 3400 мегаватт генерируемай электраэнергіі, больш за 50 тысяч кіламетраў электрасетак, 1200 кіламетраў цеплавых. Чым жыве сёння энергетычная галіна Віцебшчыны, якія задачы вырашае, якія новыя аб'екты ўводзяцца ў строй? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Віцебшчына па праву называецца калыскай беларускай энергетыкі. Першая буйная электрастанцыя на тэрыторыі нашай краіны з'явілася пад Оршай, у пасёлку Арэхаўск, у 30-е гады мінулага стагоддзя. Называлася яна «Беларуская ДРЭС» і па тагачасных мерках была даволі магутнай. Сёння ж адным з лідараў па вытворчасці электраэнергіі ў краіне з'яўляецца Лукомльская ДРЭС, якая таксама знаходзіцца на тэрыторыі нашай вобласці. Мы имеем такую станцию, как Лукомльская ГРЭС. Так, она самая мощная, поэтому в год мы порядка 13 миллиардов киловатт-часов вырабатываем. Понятно, это больше, чем необходимо в Витебской области. Потребление в Витебской области составляет порядка 4 миллиардов. Соответственно, остальную энергию мы поставляем своим коллегам смежным энергосистемам. Так, и порядка где-то миллиарда-двух идет на экспорт, в том числе в страны Прибалтики и Россию. Для выпрацоўкі электраэнергіі на цеплавых электрастанцыях выкарыстоўваецца прыродны газ, а ён, як вядома, пастаўляецца з-за межаў краіны. У Беларусі ж ёсць неблагі патэнцыял для выкарыстання ўзнаўляемых крыніц энергіі. Адзін з накірункаў – будаўніцтва гідраэлектрастанцый. В 2017 году в Витебскэнерго были реализованы два значимых, на мой взгляд, инвестиционных проекта. Это строительство Витебской и Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина. По своей установленной мощности, суммарной 61 мегаватт, наверное, они не являются каким-то определяющим, генерирующим источником. Прежде всего, это зеленая энергетика. Так, это направление активно развивается во всем мире. Так, ну и второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, что это шаг, пускай может быть и небольшой шаг, но шаг к энергетической безопасности страны. Так, в процессе эксплуатации после ввода этими энергоисточниками уже выработано порядка 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что позволило заместить порядка 125 миллионов кубических метров газа. Понятно, что это сегодня определенная независимость от энергоресурсов. Важно то, что это экологически чистая энергия, прежде всего. И, в общем-то, энергия, конечно, она достаточно дешевая, поэтому окупаемость проектов достаточно хорошая. Віцебская ГЭС дадзена ў строй роўна 2 гады таму. У супрацоўнікаў станцыі назапасіўся добры вопыт яе эксплуатацыі, і ўжо можна рабіць пэўныя высновы аб якасці устаноўленага тут абсталявання. Оборудование многофункциональное, оно показывает достаточный уровень качества, которые предоставили нам наши китайские партнеры. Также оно, получается, была гарантия. По гарантии ничего не делали, потому что оно было без поломок. Сейчас после гарантийного обслуживания обслуживает наш персонал. Также оно показало себя очень с хорошей стороны. Оборудование всегда в резерве у нас, которое находится, когда нету паводка. И в случае, когда павод начинается, мы запускаем оборудование сразу автоматически, с первого раза, никаких проблем, поломок не возникает. Наогул жа праект развіцця гідраэлектраэнергетыкі на Віцебшчыне прадугледжвае будаўніцтва на заходняй Двіне каскаду з 4 ГЭС, у перспектыве ўзвядзення Бешанковіцкай і Верхнядвінскай. Что касается Бешенковичской, то нами проведена определенная работа в этом направлении. Выполнена предпроектная стадия. То есть мы сегодня уже определились, в общем-то, с возможным створом размещения этой станции, с ее мощностью возможной. Она составит порядка 30 мегаватт. В общем-то, выполнен раздел, так называемый ОВОС, оценка воздействия на окружающую среду. Проведены общественные слушания, пройдена экологическая экспертиза. Сегодня идет поиск возможных инвесторов, источников финансирования для дальнейшей реализации этого проекта. Но второй проект, он пока остается немножко перспективой. После реализации Бешенковичской ГЭС, да, приступим к Верхнедвинской.
Праз 115 год пасля ўводу ў строй першай буйной электрастанцыі на тэрыторыі Віцебшчыны з'явілася прынцыпова новая крыніца электраэнергіі – ветрагенератары. Буквально на днях компания «Ветроват» введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка 6 мегаватт. Планируется к реализации еще ветропарк мощностью 25 мегаватт в Рёзнинском районе. Ну и кроме Витебской и Полоцкой ГЭС, в структуре Витебскэнерго традиционно уже достаточно давно эксплуатируется 7 малых ГЭС, установленной мощностью до 8 мегаватт. Пускай это частичка, но это тоже частичка, как я уже говорил, зеленой энергетики, которая позволит нам сохранять нашу экологию. Ажыццяўленню праекта папярэднічала карпатлівая падрыхтоўчая работа. На протяжении 2 десятилетий в республике Министерство природных ресурсов, Белэнерго разрабатывало проект и выявило потенциал энергетической площадки, находящейся в указанном месте. Инвестор уже имел опыт. Мы на форумах, на сайтах везде размещали информацию, позиционировали, предлагали всяческую помощь исполкома для того, чтобы данный проект появился именно у нас. И это сыграло свою роль. Инвестор все-таки решился, поверил, и в результате не прогадал ни он, ни мы. Но прежде всего дало району это порядка 21 миллиона рублей инвестиций. Во-вторых, 2 рабочих места. Ну и в-третьих, наверное, это самое главное, в рамках программы 17 целей устойчивого развития Республики Беларусь, в принципе, в мире реализуемую, в нашем районе появилось 2 источника возобновляемой недорогой энергии. В районе появилась новая ветвь экономики, это энергетика. Это позволит привлекать инвесторов, дать возможность развиваться высокоэнергетическим отраслям. Эксплуатация данных установок, она значительно дешевле. 2 ветряка только этих позволяют экономить району в год на потребление порядка 4200 тонн условного топлива. 2 першыя ветрагенератары ўжо працуюць. Агульная іх магутнасць 6 мегаватт. Адзін з ветракоў разлічаны на 3,5 мегаватты. Гэта самы магутны і самы высокі ў Беларусі ветрагенератор. Эта установка имеет башню высотой 100 метров и размах ветроколеса около 140 метров. Отметка, на которой находится данная ветроустановка, составляет где-то порядка 282 над уровнем моря. Само по себе место уникальное. Во-первых, здесь дует ветер всегда, а во-вторых, здесь хорошие люди, что также сказывается на успех нашего проекта. Значит, 2 ветроустановки были доставлены порядка на 50 машинах, в том числе на специальных машинах, которые позволяли перевозить достаточно тяжелые, порядка 110 тонн, и достаточно длинные, порядка 70 метров, элементы этой ветроустановки. У цэлым жа пляцоўка ў Лёзнінскім раёне унікальная для размяшчэння такіх установак. Тут плануецца пабудаваць вялікі ветрапарк. Магчыма, ўжо ў бліжэйшы час з'явяцца яшчэ 7 ветракоў, разлічаных на агульную магутнасць 25 мегаватт, што прадугледжвае наступны інвестыцыйны праект, які будзе ажыццяўляць адна з турэцкіх кампаній. Рэжым работы ўсёй энергетычнай галіны краіны кардынальным чынам зменіцца з уводам у строй беларускай атамнай электрастанцыі. Ввод в эксплуатацию атомной станции изменит режимы работы энергосистемы, всей белорусской энергосистемы. Прежде всего потому, что изменится структура генерирующих мощностей. Атомная станция будет являться основным источником энергии для наших потребителей. Наши тепловые электростанции, которые сегодня вырабатывают электроэнергию, в первую очередь будут выполнять функции резерва атомной станции. Это не значит, что они будут закрыты или каким-то образом демонтированы. У них просто изменится функция. Реализован в республике достаточно значимый проект, он так и называется «Выдача мощности Белорусской АЭС». В рамках этого проекта построена подстанция Поставы. Сегодня она является второй по величине подстанции в Республике Беларусь, имеет непосредственные электрические связи с белорусской атомной станцией. З уводам АЭС у Беларусі ўзрасце колькасць выпрацоўваемай электраэнергіі. Адзін з новых накірункаў яе выкарыстання – ацяпленне жылых дамоў. Использование электрической энергии в целях отопления – это очень перспективное направление.
Министерством архитектуры и строительства сегодня разрабатываются и просчитываются различные варианты наиболее оптимальных технических решений в части конструктивного исполнения таких домов. Там есть ряд технических моментов. Но, на мой взгляд, тот тариф, который предложен, он достаточно выгоден. Он в 2 раза дешевле, чем обычный тариф для той категории граждан, которые используют электроплиты. Эксперимент будет продолжаться. Наверное, еще рано говорить о каких-то конкретных итогах. Поэтому мы работает Министерство архитектуры и строительства. Это направление, на мой взгляд, будет и в дальнейшем развиваться. Першыя 2 дамы з электрычным ацяпленнем у Беларусі былі пабудаваны зусім нядаўна ў якасці эксперыменту. Прычым адзін з іх у нашай вобласці, у Лёзне. Невялікі 8-кватэрны дом здадзены ў строй напрыканцы мінулага года. Ольга Михмель с мужем заселились в квартиру у студени. У нас установили электрическую плиту. Мое мнение такое, что оно удобнее в использовании, нежели газовая плита. Отопление тоже устраивает нас, потому что быстро нагревается, обогревается быстро комната. Горячая вода у нас, да, стоит бойлер, который тоже нагревает очень быстро воду. Тоже можно регулировать больше, меньше, холоднее. Мы уезжали на месяц в деревню и оставляли на минимум. Все равно приезжая, вода хорошей температуры. В принципе, оплата такая же, как и платят остальные люди по другим тарифам. У нас другой тариф, оплата приемлемая. З няхітрымі асаблівасцямі электрычнага ацяплення разабраліся хутка. Регулировать все очень просто, доступно. Доступный регулятор, который повышает температуру с помощью вот этой кнопки. Здесь температура, вот я установила сейчас на 20 градусов. Она прогреет комнату и будет комфортная температура. Хутка год, як гэта жыллё здадзена ў строй. Сёння можна ўжо гаварыць пра перавагі і недахопы першага ў вобласці эксперыментальнага дома на электрычнасці. В первую очередь преимущество для жильцов то, что они самостоятельно могут регулировать температуру в доме. То есть они не зависят от центрального отопления, от периода отопительного сезона. Минусов за это время эксплуатации именно в отношении электроотопления и подогрева воды не выявлено. Показательно то, что никто от квартиры не отказался. За это время жили, тем более именно въехали в период отопления, самых холодов, январь, февраль, март. Плата за электроэнергию устраивает людей. Конечно же, более выгодно это в том случае было, если бы был бы отдельный учет электроэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Там тариф 3,4 копейки. Но дело в том, когда мы проектировали этот дом, тогда еще этих тарифов раздельных не было, и проектировщики запроектировали учет электроэнергии единый. Поэтому у нас вот тариф 7,6 копейки. Но между тем все равно платежи по электроэнергии не превышают платежей в аналогичном доме с центральным отоплением. Доля бытавых спажыўцоў электрычнасці ў агульным аб'ёме выкарыстання электраэнергіі ў вобласці складае крыху больш за 18%. Сёння практычна ў кожнага спажыўца ёсць магчымасць плаціць па дыферэнцыраваных тарыфах. Аднак на Віцебшчыне такая форма разліку чамусьці малапапулярная. Государство проводит достаточно гибкую тарифную политику. Понятно, что она направлена прежде всего на снижение стоимости киловатт-часа для конечного пользователя, это прежде всего. Ну и ряд других функций, это сглаживание суточного графика потребления, чтобы этот график был более равномерный. Поэтому с 1 июля введена новая тарифная система. Она подразумевает собой 3 времени суток. В зависимости от этих времен суток стоимость киловатт-часа разная. Наиболее дешевый киловатт-час, понятно, это в ночное время, когда потребление падает электроэнергии. Но еще раз подчеркну, все это направлено на то, чтобы дать возможность населению использовать более дешевую энергию. Ну и с точки зрения энергосистемы это также выгодно, потому что становится более равномерным режим работы нашего генерирующего оборудования. Но хотел бы сказать, что по Витебской области не очень активно население использует эту возможность, и порядка только 0,2%
процента наших бытовых потребителей используют вот эту возможность дифференцированной оплаты за потребленную электроэнергию. Якому ацяпленню вы аддалі б перавагу ва ўласным жыллі? Такое пытанне на гэты раз мы размясцілі на сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» па адрасе vtv.by. Вынікі галасавання зараз на вашых экранах. Акрамя апытанняў, на сайце можна знайсці тэмы выпускаў нашай перадачы, якія рыхтуюцца да эфіру. А на электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў па іх. Сюды ж дасылайце і пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!